Время новостей на АТР. В эфире «Заман» 22:00. В Киеве 23 часа. В Крыму. В студии для вас работает София Бляева. Добрый вечер. Очередные штрафы за одиночные пикеты в аннексированном Крыму по 10 тысяч рублей. По решению оккупационного Феодосийского горсуда вынуждены будут заплатить еще 3 участника одиночных пикетов против преследования мусульман полуострова, которые прошли в Крыму в прошлом году 14 октября. Утром в Феодосии судебное заседание над Эралом Дани и Русланом Рустемовым. Оккупанты им предъявляют участие в несанкционированных массовых собраниях за то, что они вышли на одиночные пикеты 14 октября прошлого года. Каждому судья назначает штраф по 10 тысяч рублей. Правозащитники, которые пришли на судебное заседание, называют дела шаблонными. Все доказательства в суде были основаны, как говорится, все были мыльные. Особо не было ничего понятно. Многие рапорта и постановления были составлены с ошибками, на что судьи ссылались о том, что это всего лишь технические ошибки, как говорится, в рассмотрение не берется. Но тем не менее, мы-то знаем, что на самом деле все это учитывается в суде. И решение суда на самом деле было предсказуемым. Поддержать тех, кого судят, пришли 40 человек. Сразу в рамках крымского марафона собирают деньги на выплату штрафов. К обеду в оккупационном Феодосийском городском суде началось слушание по делу еще одного участника одиночных пикетов – Азиза Уримова. Ему тоже присудили штраф 10 тысяч рублей. Дальнейшие наши действия будут это подача апелляционных жалоб в Верховный суд для рассмотрения данного дела. Так как состав правонарушения на самом деле не было. Все протоколы были составлены с ошибками, и протокол об административном правонарушении был составлен с ошибкой, вышедшими всеми сроками на составление протокола. На одиночный протест в Крыму 14 октября прошлого года вышли более сотни человек. Они держали плакаты «Крымские татары не террористы» и требовали остановить произвол силовиков. Так называемые суды Крыма с декабря уже осудили более 80 участников акции. Ни одного не оправдали. Всем назначили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Эльзара Мустафаева, Заман, АТР. 5 лет и 1 месяц колонии поселения и штраф в размере 20 тысяч рублей. Такое наказание требует оккупационный прокурор для Владимира Балуха. Завтра ожидается оглашение приговора. Сегодня ему дали последнее слово. Во время выступления Владимир Балух говорил о политическом преследовании и фальсификации его дела. Слезы матерей тех ребят, которые отстаивают законность и право на самоопределение, право на свободу, на чувство достоинства, ценой собственной жизни, сколько уже оплачено. Это все, ребятки, ваша система это все устраивает. Вот эта вот система человеконенавистническая. ФСБ задержала Владимира Балуха в декабре 2016-го за якобы незаконное хранение оружия. Его арестовали на 3 года и 7 месяцев. Позже апелляция приговора отменила. Сейчас он находится под домашним арестом. Балух считает, что преследование – это месть за открытую проукраинскую позицию. Верховная Рада Украины рассмотрит завтра во втором чтении законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Он определяет Россию государством-агрессором. После первого чтения в документ внесли рекордное количество поправок. В частности, действие законопроекта теперь распространяется и на аннексированный Крым. Тему продолжит наша Елена Статюк. Уже в первый пленарный день этого года депутаты возьмутся за рассмотрение законопроекта по деоккупации и реинтеграции Донбасса. Документ объемный, говорит спикер парламента Андрей Парубий, но надеется, до обеда должны справиться. 673 правки, з них 374 є відхилених. Россия-агрессора, отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются временно оккупированными. Во фракции БПП говорят, теперь на законодательном уровне вводятся понятия «российская оккупационная власть» и «российские оккупационные войска». Упоминания о Минских соглашениях не будет. А вот вопрос Крыма в законопроекте прописали. І Крим, і те, що Росія є країною-агресором, чітко згадується в статтях закону. Тому це пропрацьовано з нашими кримськими колегами. Я маю на увазі представників кримських татар, я маю на увазі тих народних депутатів, які представляють Крим.
Законопроект готовы поддержать большинство фракций. В самопомощи еще сомневаются. Олег Березюк считает, то, что Россия оккупант, содержится лишь в преамбуле. Также сомневается, что проект закона поможет освободить Крым. Він просто підтверджує те, що був прийнятий законопроект, який був там. Справа в тому, що цей Крим, по великому рахунку, до цього законопроекту великої справи і немає. Тому ці гібридні форми і дозволяють мати різні судження, і дозволяють мати те, що ми можемо по-різному трактувати одне і те саме речення. Аргументы против закона – это фейки, еще от агентов ФСБ, заявляет депутат от Народного фронта и глава комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. И даже предполагает возможные провокации. Я не здивуюся, якщо завтра будуть шашки, якщо завтра нечисть одягне жовто-блакитні прапори собі замість плащів і будуть виконувати, як це вони вже не раз робили, команди пана Путіна и ФСБ. Согласно законопроекту, Россия как агрессор несет ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях, а также за нанесенный экономический ущерб, отметила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. На сьогоднішній день уже збитки, які прораховуються від окупації Донбасу, сягають більше 50 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. При этом представитель президента добавила, законопроект о деоккупации Донбасса должен быть приближен к стратегии реинтеграции Донбасса, которую предложил президент. Елена Стецюк, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Ряд заявлений о территориальной целостности Украины и оккупированном Крыме прозвучали сегодня и в Кремле. В Российской Госдуме предлагают расторгнуть договор о дружбе с Украиной, в частности в разделе признания границ. Кроме того, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва признает украинские границы, но без Крыма. Россия не нарушала Будапештский меморандум о целостности Украины. В этом убеждает глава российского МИДа Сергей Лавров. Уверяет, ядерное оружие не применяли. Крым вообще добровольно присоединился, а принять его в Москву спровоцировал якобы Майдан. Кроме этого, убеждает, Кремль уважает территориальные границы Украины, правда, по-своему. Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Россия Крым не удержит, считают в Украине. Глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гапко уверяет, за Крым Кремль дорого заплатит. Через ці 4 роки тривалості агресії російська економіка пішла в незворотній уже бік до того, щоб втримати ситуацію на плаву для Путіна, маючи продовжені санкції, чекаючи, що скоро оприлюднять американські спецслужби список майна, почнеться абсолютний в Росії хаос і дестабілізація. Тому краще б вони думали про те, як врятувати Росію. Но в России больше думают об украинских границах. Заместитель главы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин накануне предложил подвергнуть ревизии договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной и даже разорвать это соглашение. Ее заключили еще в 1997 году. В документе Россия подтвердила, признает Крым и Севастополь частью Украины. Сейчас же российский депутат Затулин заявляет, поскольку дружбы больше нет, старые границы признавать не нужно. Его заявление в украинском МИДе комментировать отказались. Мол, не того ранга он политик. А вот в Верховной Раде инициативой российского депутата возмущены. Ми маємо вимагати від Російської Федерації повернутися в норми міжнародного права і виконувати закон, в тому числі і договір про дружбу, який визнає територіальну цілісність, суверенітет України, повагу до наших кордонів у міжнародно визначених межах, а це Донбас і Крим. Кроме того, в Украине говорят, Россия лукавит, заявляя о неиспользовании ядерного оружия в контексте Будапештского меморандума. В этом договоре она гарантировала не применять вообще никакое оружие против Украины. Эльвина Сидулаева, Елена Стецюк, Эльдар Исматов. Заман, АТР. Резня в школе. В Перми двое подростков, вооруженных ножами, ворвались в класс во время урока и напали на школьников. Ранили 11 детей и учительницу, которая пыталась вмешаться. Подробности выясняли мои коллеги.
Утром в одну из школ Перми зашли два подростка с ножами. По официальной версии они начали драться в коридоре между собой. Потом ворвались в класс, где проходил урок. На их пути стала учительница. Дальше началась неконтролированная резня. Возбуждено уголовное дело покушение на убийство. В СМИ говорят, нападение подростков было целенаправленным. Их якобы оскорбило сообщение в соцсетях. С разной степени ножевыми ранениями в больницу попало 11 детей и учительница. В основном пострадали 11-летние и 12-летние школьники. Скорая помощь выехала в течение 10 минут, была на месте. 8 бригад, 2 бригады реанимационных, 2 бригады педиатрических, 4 линейных бригады. Больше всех досталось учительнице 46-летней Наталье Шагулиной. Прооперировали и нападавших. Они якобы пытались совершить суицид. Один из них раньше стоял на учете в психдиспансере. У него проблемы с наркотиками. Учился в этой же школе, но его выгнали. Охранники все в шоке, мы тоже в шоке. Очень было реально страшно. Я держал себя в руках, как настоящий истинный герой. Вот. Нападавших ты не видел? Нет, не оборачивался. В соседнем кабинете были. А говорят, что сначала пожарная тревога была. Подожди, школы не было? Не было. Ничего не было. Просто дети заорали, и мы выбежали. Завтра нападавшим изберут меру пресечения, а школьникам, пережившим трагедию, устроят выходной. Вероника Иващенко, Заман, АТР. 1500 иностранцев не пустили в Украину в прошлом году. Все потому, что они незаконно побывали в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там, в частности, рассказали, что большинство из тех, кому отказали в разрешении посетить Украину, россияне, которые заезжали в Крым в обход официальным пунктам пропуска. Є контрольні пункти в'їзду-виїзду, які функціонують на адміністративній межі з Кримом. І через них лише можна перетинати лінію для того, щоб потрапити в Крим. Щодо іноземців, то їм, якщо вони незаконно потрапили в Крим, то відповідно їм забороняється в'їзд в Україну і проставляється заборона терміном на 3 роки. Корь уже в Крыму. Оккупационный Роспотребнадзор подтверждает, что случаи заболевания зафиксированы в Симферополе, Евпатории, Сакском и Бахчисарайском районах. На материковой Украине от кори умерло уже 6 человек, среди которых 4 детей. В некоторых регионах из-за эпидемии объявлен карантин, а детям без прививок запрещено посещать занятия. Фильм «Киборги» впервые показали на передовой. В Славянске и Константиновке Донецкой области прошло 2 показа для бойцов нескольких бригад вооруженных сил Украины. На показ пришли сами киборги, которые защищали Донецкий аэропорт, а сейчас продолжают воевать на востоке Украины. Фильм на передовую привез режиссер картины Ахтем Ситаблаев. Желающие в течение недели смогут ее посмотреть. Мені, чесно сказати, трошки трудно дивитися цей фільм, бо дуже багато спогадів. Для молоді повчальний фільм в тому плані, що розуміли, хто такі військові, як бути військовим, легко, нелегко, що таке своя країна, що таке обов'язки, дотримуюсь, братерство. В цьому фільмі все є. Те, що потрібно людям побачити, в цьому фільмі є. Да, може, дещо чуть-чуть і навіть більше показали. В Киеве презентовали книгу Кизим Джапаров. О творчестве выдающегося крымско-татарского художника написал его брат Ремзей Джапаров. Книгу он привез из оккупированного Крыма. В ней собраны документы, фотографии, сведения о картинах, которые хранятся в частных и музейных коллекциях по всему миру. После презентации книги в Киеве автор мечтает представить ее в Симферополе. Книга была издана на 2 языках. Второй язык английский, 70 работ, которые есть в наличии, и около 100 работ, которые их в наличии нет, они, может быть, по всему свету. Это тяжелый труд, конечно, для них. Я, естественно, чем мог, помогал, и книга увидела свет. Художник Джапаров – это прежде всего художник с большой буквы. Это человек, который писал работы, которые посвящены его родине, Крыму, его жизни,
его народу, который относился с уважением к своей культуре. Эти работы пронизаны любовью. На этом у нас все. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Я прощаюсь с вами до завтра. Спокойной ночи.